Дизлайк экстремизму. Именно под таким названием Комитет по делам молодежи проводит цикл профилактических тренингов. На сегодняшний день это явление – настоящая болезнь человечества. Здесь уже речь идет о моральных и духовных ценностях. В борьбе с этим недугом все средства хороши. Одно из них – это профилактические встречи с молодежью. Правда, проводят их не с целью нравоучения, а в первую очередь для того, чтобы привлечь молодежь республики к участию в различных форумах и семинарах. Мы хотим сегодня показать ребятам, что у каждого есть выбор. И все-таки хорошо было бы, если бы они участвовали больше в каких-то форумах, которые предлагает Комитет по делам молодежи, участвовали бы в наших мероприятиях. Все мы знаем, что в этом году, например, год волонтера, добровольца, объявлен президентом. И очень много мероприятий, направленных непосредственно на укрепление межнациональных отношений и профилактику экстремизма в этом году запланировано. В таком ключе мы очень хорошо сегодня с ребятами пообщались. Адам Келиматов 2 года подряд принимал участие в форуме Машуки, занимал максимальные баллы по представленным различным проектам. Сегодня он рассказывает, что при желании можно добиться всего. Молодой человек даже обещает провести мастер-класс для желающих участвовать в подобных форумах. По его мнению, лучше иметь возможность научиться зарабатывать легально, чем идти на поводу у вербовщиков-экстремистов, предлагающих легкие деньги. Я начал искать пути, как действительно можно сделать не только заработать себе, но и дать заработать другим ребятам, в том числе и помочь им, так называемым в Европе социальный лифт, который очень сильно отсутствует в нашем обществе. Действительно доказать себе, что тебе не нужен никто, чтобы действительно добиться той или иной цели в своей жизни. Хади Муркусова считает, что чаще на крючок экстремистов попадаются студенты, ведь именно в вузах и СУЗах участились попытки вербовок молодежи в ряды террористов. Потому очень важно, чтобы сейчас молодые люди понимали, что этот выбранный путь ни к чему хорошему не приведет. Мы, как студенты, должны акцентрировать свое внимание именно на учебе. Если уж мы приходим на учебу, то мы в первую очередь должны учиться. Учимся мы, чтобы построить в дальнейшем будущее. От этого зависит именно каким оно будет, как мы учимся. И если человек будет действительно заниматься своей учебой, своим делом, у него не будет мыслей в голове касаемо других каких-то тем. Необдуманный комментарий, оставленный в интернете, фраза, случайно брошенная в обсуждениях или в переписке, может запросто привести человека на скамью подсудимых. Экстремистские ролики и высказывания в социальных сетях постоянно фиксируются правоохранительными органами. А то, что установить излишне активного пользователя и привлечь его к ответственности не составляет для правоохранительных органов никаких проблем, давно уже не секрет. На сегодняшний день мы пытаемся донести до молодежи тот факт, что в любом случае, в любом его изъянии, способствии, либо распространение той или иной негативной информации в тех же социальных сетях, либо просто слова сказанные, это все преследуется. Молодые пользователи социальных сетей в первую очередь должны думать, о чем они пишут и кому. И главное, не давать интернет-вербовщикам затуманить свое сознание экстремистской пропагандой. Светлана Томова, Мейрбек Миржоев. Новости 24.